Ассаляму алейкум, уважаемые телезрители. Сегодня мы постараемся разъяснить, как правильно совершить намазы в сафаре, как их переносить, как их сокращать. И вопрос очень тяжелый для многих. И мы сегодня постараемся как можно облегчить понимание совершения этих намазов. Для того, чтобы разъяснить, как правильно нужно сокращать и переносить молитвы, мы обратимся к доске. Для начала мы обозначим населенный пункт, город, село, место, где мы живем. И сафар наш начинается не тогда, когда мы с города выезжаем, а он начинается, когда мы пересекаем границы нашего города, где мы живем. Начинается он, сафар, и если протяжение, расстояние, куда мы отправляемся, например, от точки А до точки Б, превышает 81 километр, то тогда уже мы обладаем теми привилегиями, как сокращение молитв и как перенесение их друг на друга. Еще поясним один важный момент. Для того, чтобы сократить молитву, мы должны знать, какие молитвы можно сокращать. Под сокращение попадают обеденные, послеобеденные и ночные молитвы. То есть 3 молитвы можно сократить до 2 ракатов. Утренний не сокращается, и вечерний намаз тоже не сокращается и остается таким же образом в 3 ракат. Когда мы хотим сократить молитву, необходимо, разницы нету, мы переносим эту молитву во время первого или во время второй молитвы. Разницы нету. Если мы сокращаем молитву, то в намерении обязательно нужно указать, что я сокращаю эту молитву там в 2 раката. То есть вот это важное примечание, которое мы должны запомнить для начала. Уважаемые братья и сестры, необходимо знать, какие молитвы можно переносить друг на друга, а какие нельзя. И для этого мы как раз таки обратимся к доске. Вот обеденный намаз, его можно перенести на время после обеденной и объединить их. И точно так же после обеденный намаз можно перенести на время первого намаза, обеденного, и их совместить в это время. И больше их нельзя переносить на другие намазы. Вот это мы должны запомнить. Точно так же вечерний намаз мы можем перенести на ночную молитву, а ночную мы можем перенести на время вечерней молитвы. И мы обеденный и вечерний намаз обозначим как первое время, а после обеденный и ночной определим как второе время, чтобы нам было легче пояснять те или иные моменты. И все. И сейчас мы будем говорить о условиях совершения этих молитв и о намерении. Теперь, уважаемые братья и сестры, мы обозначим первый вариант. А первый вариант это значит, когда мы со второго времени молитв, это послеобеденный или ночной, их переносим на время первой намаза. То есть на вечерний и ночной переносим, или же послеобеденный на обеденный намаз. То есть вторые последующие намазы мы переносим на время предыдущих намазов, как обеденный и вечерний. Здесь необходимо соблюдать 4 условия. Первое. Нужно в таком случае начать обязательно намаз с обеденной молитвы. Не допускается, чтобы мы вначале совершили послеобеденный, а потом обеденный. Здесь нужно знать, сначала мы начинаем с обеденной молитвы, потом совершаем послеобеденную. Точно так же вечернюю в начале, затем ночную. Второе условие. Между совершениями этих 2 намазов не должна происходить большая пауза. То есть разрешается между этими 2 намазами выдержать паузу в 2 раката суннат намаза, но не больше. И тем самым это второе условие, чтобы между этими намазами не было большой паузы. Третье условие, чтобы мы, пока не вступим
в намаз второго времени, после обеденный или ночной, чтобы наш сафар продолжался. То есть мы находились еще в сафаре. То есть наш сафар, чтобы еще не завершился. И четвертое условие, чтобы мы во времени первого намаза в намерении указали, что мы объединяем эти две молитвы. Уважаемые братья и сестры, сейчас мы постараемся объяснить намерение, как правильно совершить, если мы переносим вторые молитвы на время первых молитв. То есть ночной на вечерний или послеобеденный на обеденный. Например, если мы сейчас совершаем обеденный намаз, и к нему мы перенесли послеобеденный, я совершаю намерение. Я намерился совершить обязательный фарз, обеденный намаз, сократив его в 2 ракаата и перенеся к нему послеобеденный намаз ради Всевышнего Аллаха, Аллаху Акбар, и вступаю в молитву. То есть, таким образом, я вступил в молитву, в первую молитву, и после завершения читается камат, и вслед за этим начинается совершение послеобеденной молитвы. А какое намерение нужно говорить при совершении послеобеденной молитвы, мы сейчас проговорим. Я намерился совершить обязательный послеобеденный намаз, сократив его в 2 ракаата, ради Всевышнего Аллаха, Аллаху Акбар, и вступили в молитву. То есть здесь намерение не нужно, не обязательно указывать о том, что мы его перенесли. Уважаемые братья и сестры, сейчас мы объясним, как совершить второй вариант перенесения намазов, когда мы переносим со времени первого намаза, обеденного и вечернего, на время вторых намазов, послеобеденного и ночного. То есть обеденный на послеобеденный, вечерний на ночной молитвы. И здесь есть, конечно же, уже свои условия. Когда мы переносим обеденный на время послеобеденного или же вечерний на ночной, необходимо соблюдать 2 условия. Первое условие – это чтобы мы во время обеденной молитвы или же во время вечерней молитвы, до наступления следующих молитв, чтобы мы проговорили намерение. Я намерился перенести обеденный намаз или же вечерний намаз и объединить его с послеобеденным или же ночным намазом. Вот это намерение мы должны проговорить во время первых молитв, до наступления вторых молитв. Второе же условие, чтобы путник продолжал свой путь до завершения вторых молитв. Он должен находиться в пути, в сафаре, пока не завершит послеобеденный или же ночной намаз. Вот эти условия необходимо соблюдать. 2. А что касается предыдущих условий, как было перечислено в первом варианте, то есть, когда мы переносим обеденный на послеобеденный или вечерний на ночной, первые на вторые, можно нам начинать с любых из этих молитв. То есть, мы можем начать и с послеобеденной. Например, пришли куда-то в джамаат, азан прочитали, совершается джамаатом послеобеденный намаз. Вы можете вступить и совершить послеобеденный намаз. Также вы можете совершить обеденный в начале, а потом после него послеобеденный. И также можете послеобеденный, а затем обеденный. Как и вечерний, ночной, можно между ними, как нам удобно, первым совершить любой из этих намазов, когда мы первые намазы переносим на время вторых намазов. Следующее, между обеденным и послеобеденным, или между этими намазами, вечерним или ночным, можно выстоять паузу больше, чем 2 ракаата. То есть здесь нет такого условия, чтобы была короткая пауза между этими 2 молитвами. То есть можно эту паузу продлить более чем 2 ракаата. То есть это не условие в данной ситуации во втором варианте. И также намерение на объединение этих молитв, когда мы переносим на время вторых молитв, в данной ситуации не является обязательным. Сейчас мы поясним,
Как правильно совершить намерение, когда переносим намазы на время вторых молитв? Здесь разницы нету. С какой бы молитвы мы ни начали, мы будем совершать определенное намерение. Например, мы начали обеденной молитвой, то намерение сделаем так. Я намерился совершить обязательно обеденный намаз, сократив его в 2 раката, ради Всевышнего Аллаха, Аллаху Акбар, вступили. Далее, после завершения этой молитвы, мы вступаем в послеобеденный намаз и делаем намерение. Я намерился совершить обязательный послеобеденный намаз, сократив его в 2 раката, ради Всевышнего Аллаха, Аллаху Акбар, и вступаем таким образом в эту молитву. Уважаемые братья и сестры, в данной ситуации, во втором варианте, когда мы первые намазы переносим на вторые, соблюдать между ними короткую паузу, это является сунной. Сказать «объединяю» является сунной. Также совершить подряд сначала обеденный, после обеденный, это тоже является сунной. То есть эти условия, которые были в первом варианте обязательными, во втором варианте они являются желательными. Итак, уважаемые братья и сестры, мы постарались сегодня вам как можно максимально упростить понятие совершения и перенесения молитв в сафаре. Пусть Аллах Та'аля примет наши молитвы, и пусть Всевышний Аллах облегчит нам наш сафар, наш путь. Аминь.